بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Всевышний Аллах Азза ва Джаль говорит: поистине они спешили совершать благие дела и взывали к нам надеждой и боязнью. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. И они были смиренны перед нами. Имам ат-Табари в тафсире этого аята сказал: поистине верующие люди подчинились мне и не проявляли высокомерия в поклонении мне и взывании. Передается от Абу Дарда, ради Аллаху анху, то, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: первое, что Аллах Азза ва Джаль отнимет у этой уммы, это смиренность. «Хатта ля тара фиха хашиан». До такой степени, что ты не будешь видеть смиренного человека. Имеется в виду, что в этой умме большинство людей не будут смиренны перед Аллахом Азза ва Джаль. Почему же у нас отсутствует смиренность? В чем же причина? Первое – это явные вещи, то, что проявляются у большинства людей, такие как черствость сердца, сухость глаз, которые не плачут боязнью перед Аллахом, и также то, что верующие люди перестали размышлять над аятами Аллаха Азза ва Джаль. Все это по причине занятости мирскими делами, которые начали участвовать с нами в наших поклонениях. То есть эти мирские дела, они начали или же заняли у нас наше время и размышления в поклонении. И поэтому верующий человек должен стараться должным образом вернуться к своему Господу, вернуться к поклонению своему Господу. И какое же было положение сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям? Весь мир и все богатство было у них в руках, однако в их сердцах было только стремление к Аллаху Азза ва Джаль. А наше положение такое, что мы ничего не имеем, и несмотря на это стремимся к этим мирским делам, оставляя стремление к довольству Аллаха Азза ва Джаль. И сердце, оно не вернется к своему прежнему правильному состоянию до тех пор, пока не очистится от всей этой грязи, которая покрыла его. Что касается смиренности, то место смиренности – это сердце, а его плоды проявляются на частях тела. Смиренный человек – это тот, который подчинился Аллаху Азза ва Джаль и был богобоязненным, и который боялся Аллаха Азза ва Джаль. Смиренность в намазе – это то, когда ты собираешься всеми своими мыслями для его совершения и отвергаешь все, что не касается намаза. Абдулла ибн Зубайр, когда остановился на намаз, был подобен палке в неподвижности из-за смиренности. А когда же он совершал земной поклон, то воробьи садились на него, считая его неподвижной стеной. Что же следует за отсутствием смиренности? За отсутствием смиренности следуют две вещи. Первое – это не оставление развратного и того, что является предосудительным. Аллах Азза ва Джаль в Коране указал на то, что намаз, в котором есть смиренность, удерживает верующего человека от всего этого. И как сказал Всевышний Аллах в Коране: «Инна ссалата танха аниль фахшаи валь мункар». Поистине намаз удерживает верующего человека от мерзости и предосудительного. Второе – это недостижение полноценного успеха в вечной жизни, так как успех в вечной жизни связан именно со смиренностью. Всевышний Аллах Азза ва Джаль в Коране сказал: «Кад афляхаль му'минун, аллазина хум фи салатихим хаши'ун». Преуспели верующие люди, те, которые были смиренны в своих намазах, в своих молитвах. Смиренность – это душа намаза и главная цель его. И тот намаз, в котором нет смиренности, подобен мертвому телу, в которой нет души. Когда Саид ибн аль-Мусайиб увидел одного человека, который игрался в намазе, то есть относился не очень серьезно к своему намазу, то он сказал: если бы в сердце этого была бы смиренность, то части его тела также были бы смиренны.
Также верующий человек должен остерегаться лицемерной смиренности. Передается от Абу Дардаа и от Абу Хурайры, радийаллаху анхума, то, что они сказали: мы прибегаем к защите Аллаха от лицемерной смиренности. Когда у них спросили, что же это такое, они ответили: это то, когда ты видишь тело смиренным, однако сердце не является таковым. И каждый человек, в первую очередь, каждый человек лучше знает свое положение перед своим Господом. Является ли его сердце смиренным или же не является? Опять-таки, каждый человек должен возвращаться к себе и смотреть, какое его положение перед своим Господом, когда он остается с ним один наедине. Как же мы будем смиренными перед Аллахом Азза ва Джаль? Первое это, чтобы у нас всегда были чувства, как будто бы Аллах Азза ва Джаль наблюдает за нами. Чтобы мы чувствовали, что Аллах Азза ва Джаль наблюдает за всяким движением, которое мы совершаем. И поэтому смиренность это не только в намазе бывает. Смиренность относится ко всем поклонениям, которые мы совершаем. Второе это, чтобы ты знал своего Господа, познал своего Господа должным образом. Чтобы ты познал своего Господа Его именами и атрибутами. Именно теми, то, что Аллах Азза ва Джаль утвердил для себя, и Его пророк, алейхиссалату вассалям, утвердил ему. И также, чтобы мы размышляли над аятами Аллаха Азза ва Джаль. Познание Аллаха Азза ва Джаль бывает в первую очередь размышлением над аятами Аллаха Азза ва Джаль, как об этом сказал шейх Абдул-Азиз ат-Тарифи, хафизахуллах. Третье это, чтобы ты чувствовал или же представлял себе, что ты проходишь над мостом, внизу которого находится адский огонь, а в конце которого рай. Если ты пройдешь этот мост, то ты окажешься в раю. А если же не сможешь пройти него, валь-язу билля, то можешь оказаться в аду. Если верующий человек будет представлять себе подобное, то он несколько раз подумает над тем, является ли его поклонение смиренным перед Аллахом Азза ва Джаль. Что касается смиренности, которая проявляется, это та смиренность, когда верующий человек стоит на намазе и сосредотачивается на том месте, куда он делает суджуд, и также бывает неподвижным, то есть стойко стоит перед своим Господом. А что касается смиренности, которая скрыта, это та смиренность, которая находится в сердце. Это смиренность, когда ты возвеличиваешь своего Господа должным образом, когда ты полностью подчиняешься своему Господу. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммад, вальхамдулиллахи раббил аламин.